Дыялогі пра культуру. Добрый дзень, шановныя радыёслухачы, з вами Алексей Стрельнікаў, дыялогі пра культуру. Сёння запрасіў да нас у студыю тэатральнага менеджера Кацярыну Саладуху і тэатральнага рэжысёра Каля Факуду. Кацярына раскажа пра спектакль «12-я ноч» з тэатра з Грузіі, які вось мае прыехаць, будзе паказаны 26 сакавіка напярэдадні дня тэатра. Што гэта спектакль? Раскажыце, калі ласка. 12-я ночь, как мы говорим, 12-я ночь по-грузински. Это версия знаменитого белорусского спектакля, который успешно шел в СХТ, перенесенная на грузинскую почву с ярким грузинским колоритом, с очень живой музыкой, как мы говорим, наполненная солнцем и всем теплом, каким только может быть и привозить грузинский народ, та атмосфера, которую они с собой несут. Спектакль живой, сам по себе, музыкальный, яркий, карнавал, шутка, все что угодно можно применить к этому спектаклю. Ну и достаточно необычная постановка, во всяком случае, для грузинского театра. Привозит ее Тылавский драматический профессиональный театр, который является одним из старейших в Грузии. Театр, который был фактически первым в Грузии, и вот осуществили такую современную для них постановку, потому что все женские роли исполняют мужчины. Я помню, как это рекламировалось именно в СХТ, что мужской театр, тогда это так особенно представлялось. Ну, и тогда же было сделано именно на этом акцент, что у Шекспира в свое время тоже играли именно мужчины. Безусловно, да. Здесь такой же делается акцент, но в любом случае для Грузии это необычно. Учитывая то, что это региональный театр, это все-таки не Тбилиси, где более свободные нравы. Это был серьезный шаг, серьезный эксперимент. Играть будет по-грузински. Играть будут по-грузински, но с переводом. Но опять-таки, подчеркиваю, спектакль музыкальный. В плане голосов, исполнения песен и в том числе музыкальных инструментов, поэтому заскучать не придется. Расскажите подробнее. Такое есть ощущение, что у театрального куфра, в частности, и у проекта Homo Cosmos очень плотное сотрудничество идет именно с Грузией. Как так получилось? Так, наверное, звезды сошлись, и я бы с этого начала. Но да, действительно, у нас хорошие отношения, мы сотрудничаем, мы делаем совместные постановки. Часто к нам на театральный куфр приезжает грузинский театр. Возможно, связано с тем, что и сам грузинский театр достаточно активен, и много интересных процессов там происходит, и много театра, много театральных коллективов по всей стране, хотя Грузия небольшая страна. Вот, ну вот так мы и работаем. А есть что-то в грузинском театре, что хотелось бы привести, но еще не получилось? Да, есть планы на конец года. Возможно, один из ведущих театров, уже тбилисских на этот раз, приедет в качестве гостей на театральный куфр, а может быть сразу за театральным куфром, и это будет такая постановка-бомба. А что у них происходит в Грузии? Что сейчас самое интересное? Театр развивается в двух направлениях. Хорошо развивается традиционный театр с той классической школы, которая присуща грузинской школе. И хорошо развивается экспериментальный театр. Экспериментальный театр в чем-то похож на те проявления, которые есть сегодня уже и у нас. Но я бы сказала, что наш экспериментальный театр, проектный театр в начале пути и пробует новые направления, либо пробует то, что уже давно и хорошо известно в западном театре, но для нас это является этапным шагом. Тбилиси, мне кажется, про экспериментальный театр, если говорить, то это говорить о Тбилиси прежде всего. Тбилиси шагнул на 10 шагов вперед, поэтому... Я думаю, старшее поколение, оно, конечно, помнит там Роберта Стуру, а насколько вот эта вот традиция... Сохраняется, да, эта традиция, в частности, в Национальном театре имени Шота Руставели, где он и работает сейчас на экспериментальной сцене. Скорее придерживаться, да, вот этой традиции. Кто-то спорит с этой традицией, кто-то говорит, что Роберт Стуруа, его золотое время уже прошло. Но, тем не менее, это классик, который всегда будет известен и всегда будет представлять грузинскую школу. Говоря о грузинском театре, мы будем вспоминать прежде всего Роберта Стурова.
Итак, у нас есть возможность познакомиться с такой интересный способ знакомства с грузинским театром, потому что, с одной стороны, мы увидим грузинских актеров в той режиссерской театральной партитуре, которая многим зрителям уже знакома по знаменитому, легендарному, мне кажется, спектаклю СХТ «12-я ночь». То есть мы увидим их, будет возможность сравнить. Это все произойдет 26 марта на сцене Дворца профсоюзов. На сцене Дворца профсоюзов. Расскажите вот про тот проект, который Homo Cosmos делает прямо сейчас, и передадим слово нашему гостю из Эстонии. Да, мы готовим премьеру «Увидеть розового слона». Это по пьесе современного эстонского автора Пирет Яакс в постановке современного эстонского режиссера Калева Куду. И тут уж, наверное, он лучше расскажет о том, что сейчас происходит. Да, Калев, расскажите немножко про эту пьесу, почему вы выбрали именно ее. Ну да, современный, не современный, но современный, это очень громко сказано, но я живу в современном мире, поэтому современный. Да, это пьеса «Увидеть розового слона». Сначала, когда я читал эту пьесу, там я не буду это сейчас говорить, что там, такое действительно интересное, это только в конце, если вы будете смотреть это. Но сначала это непонятно, что там вообще, что-то происходит. Да, понятно, что главный герой, у него проблемы. Проблемы с алкоголем, проблемы с женщинами, и крутится там. Но когда второй раз читал уже, начал думать, да, это интересный материал, это и особенно интересный с точки зрения театра, потому что там неоднозначно, где там начинается реальность, где там кончается реальность, где там фантазия, иллюзия и так далее, и так далее. И, по-моему, для актеров тоже там интересно работать в этом тексте, этом спектакле. И потом я дал этот текст читать Катерина, и она, по-моему, мы в Бельгии были, она в следующий день говорила, это очень хороший материал, давайте делаем. Вот и там и пошла. А сейчас, когда я работаю уже реально с актерами с разных театров Минска, это очень интересно, что когда ты читаешь материал, это одно дело, а когда начинаешь делать, это другое дело. Когда начинаешь делать, и свои актеры свою энергию там ставить, и я еще, и там художник у нас есть, и этот звукорежиссер, и еще у нас будет там многое, что будет. Это все уже другое дело. То есть там уже появляются какие-то нюансы, какие-то новые нюансы, которые, когда ты читаешь, ты не видишь. Поэтому, по-моему, это гениальный текст. И когда я говорил с автором, и она жива, потому что я очень много ставил авторов, которые уже умерли, и не могу их спросить, почему так и так. Она живая, она много сейчас пишет и сейчас ставит ее текст в театре. Есть бытовые, есть туда-сюда, но это самое первое, которое она писала. Она буквально, когда я приехал в Минск, она говорит, что да, это моя самый такой, хороший текст, хороший, который, как-то. И, чтоб не знаю, это важно, не важно, но это касается этот материал, эта пьеса, про ее 80, может даже больше процентов о ее личной жизни. То есть там мало что выдуманное. И поэтому это тоже такое. Она это чувствует, эту тематику, да. Очень интересно, когда просматривал перед вашим визитом ваше интервью, что у вас, в принципе, интерес к драме абсурда был в начале 90-х очень большой. И один из ваших самых любимых авторов — это Достоевский, «Бесы» вы ставили в Украине. И
то, что вы сейчас рассказываете, тоже вот, даже об этой пьесе, там явно есть реальный план, явно есть план такой фантазийный, в котором параллельно существуют, а герои проваливаются в него. Вот эта реальность и фантазия для вас, насколько это в театре интересно с этим работать? Ну, все время, по-моему, да, театр абсурда, это, ну, Мартин Эстлин, да, принес это термин, потому что когда Беккет писал, ЮНЕСКО писал, когда начали это была просто новая волна вот французского театра, и начали. Ну, потом это термин. Но для меня это, ну, люди обычно думают, что, ну, что такое театр абсурда, это, ну, там, ну, шутки там такие туда-сюда, и фантазия, да, и какие-то вот сюрреализм там иногда бывает, иногда вот такое. Но театр абсурда для меня больше такой экзистенциальный театр. То есть там, ну, авторы задают вопросы, вот, почему мы здесь, что это такое вокруг нас, ну, и ну, старается иногда, ну, Беккет вообще ничего там не старается отвечать на вопросы, что мы здесь делаем, ну, просто мы ожидаем Годо, и вот это интересно, там 3 часа они ожидают, но это интересно смотреть, это все равно. Вот. То есть это все равно какие-то пограничные состояния? Да, пограничные состояния, и, по-моему, вот это мне нравится вот такой, ну, подход такой более, ну, такой серьезный, более такой философический подход. Там в каждом тексте, который я ставил тоже ваш автор, Преско, например, тоже. Ну, на первом плане, ну, просто простой текст. А внутри вот там где-то в втором плане очень там серьезные проблемы, которые в нашем обществе, в нашем мире. Как, например, ну, и у Чехова, да, Чехов же начал такого второго плана, он открыл это, как это можно там просто какой-то, ну, бытовой текст, я называю все время нулевой текст такой, но под этим текстом очень большие мысли и очень такие, которые тронут меня, эти темы тронут. Но это интересно, что, как правило, это очень сильная, очень сложная задача для театрального представления, именно передать что-то, кроме вот этого первого плана. Потому что даже у Чехова, у него там тот же дядя Ваня, да, то есть там очень сильная интрига, там очень сильные использованы приемы, стрельба, беготня, ссоры постоянные. Но при этом главное, это не кто там пытался кого застрелить, а вот эта вот финальная сцена, где они там делают какие-то пересчеты и думают, как они все-таки будут жить, будут стараться, и вот в этом вся атмосфера. И в этом как бы сложность такого театрального материала. Мне кажется, что опять-таки вы работаете со студентами много, что все-таки вот этот вот передний план, и вот эта вот простая, смешная драматургия, смешная, простая режиссура, которая везде, как в студенческих театрах, используется, вот этого верхнего, поверхностного, может быть, где-то плана, что это самое простое и самое необходимое, что можно сделать в театре. И все-таки вы говорите вот о экзистенциализме, и так далее. Вы сами себе усложняете задачу. Ну да, это я уже тоже путался в этом мире, уже путался, но уже степ по степ, я говорю, потихонечку уже как-то, ну, как-то яснее все становится. И вы правильно говорили, что вот, ну, знаете, я уже сколько лет, да, уже студентами тоже занимаюсь, уже 20 лет, у нас театром уже будет 20 лет, и да, там довольно ну, трудно, там каждый материал ты не возьмешь и не делаешь. Ну, там все-таки они не так опытные. И, ну, бывают разные ребята, и тогда уже я выбираю какой-то материал, но никогда я, ну, так сказать, не делаю такой КВН, да, это мне не нравится, это такое эстрада, да, мне просто неинтересно. И я думаю, студентам, которые все-таки народ, который, ну,
думающий такой. И они учат, и они, вот эта информация, они оттуда, и туда, и туда, они все-таки хотят как что-то другое, что-то другое. Я напоминаю, что у нас в гостях Калиф Куду и Катерина Солодуха, и мы продолжаем разговор, вот, который по поводу спектакля «Увидеть розового Розовая слона». слона, да. Мы уже не говорим про это уже. Мы уже говорим. Нет, почему? Да. Как раз следующий вопрос у меня был именно об этом. Катерина, может быть, расскажете про тех артистов, которые будут задействованы в этом проекте. Калиф сказал, что это из разных минских театров. И, в принципе, даже интересно, Homo Cosmos, каким образом формируется команда именно актерская вокруг этого проекта? Если говорить в целом о формировании актерской команды, бывает по-разному. Иногда выбирает режиссер, приглашенный, режиссер местный, с кем ему комфортно работать или кто больше подходит под ту или иную роль. Иногда команда менеджеров подсказывает режиссерам, как в данном случае, с кем, кто, возможно, подходит под этот проект. В спектакле «Увидеть розового слона» будет играть Иван Трус, Национальный академический театр имени Янки Купалы. Свои первые шаги в Купалском театре он только начинает, но, в общем, уже хорошо известен. И Да, он работал в Русском театре, да, в мне Русском кажется, театре в Могилеве. работал, в Новом драматическом он работал. Если я не ошибаюсь, он лауреат национальной премии, да? Лауреат национальной премии. Да. В паре с Иваном работает Дмитрий Егоров. Он, возможно, менее известен, но он известен зрителям Homo Cosmos. Он играл у нас в спектакле, играет «Бог Щекотки». Женские роли исполняет Екатерина Бондарева. Она актриса из спектакля «Раскрытие», тоже наш спектакль. И Анастасия Боброва, Республиканский театр белорусской драматургии, но и она тоже играла у нас в спектакле «Камера, якую дала мне маті». То есть, формируя актерский состав, мы все равно обращаем внимание на тех, кто уже у нас играет, и таким образом поддерживаем, скажем, своих актеров. То есть, несмотря на то, что театр проектный, но все равно он базируется на каком-то своей команде, на каком-то своем... Ну, мы стараемся, да, работать со своей командой, поддерживать свою команду, придерживать ее у себя. И если получается, если спектакль позволяет, то да, мы рады приглашать снова и снова. Интересно, что это получается не у всех. То есть очень многие энтерпризные проекты, они такие именно одноразовые. Во многом тут сама особенность этого дела, этого бизнеса, который не всегда позволяет, там, не знаю, быть честным, порядочным по отношению к своим партнерам. Не всегда это получается, даже так можем сказать. То, что у вас какая-то постоянная группа артистов получается, что как раз у вас эта проблема решена, все по-честному. В целом, да, все у нас по-честному. Стараемся мы решать все вопросы рано или поздно. Актеры рады работать в наших проектах. В любом случае, все начинается с пьесы. Они читают пьесу, если им нравится, они соглашаются, если нет, они говорят, ну, может быть, в следующий раз, либо у меня очень сложный график, и, к сожалению, я не смогу принять участие. Кто-то из актеров просит новые интересные проекты, потому что не во всех театрах происходит что-то интересное. И либо эти актеры не всегда задействованы в чем-то интересном, а хочется нового, экспериментального, хочется говорить со зрителем. То, что мы делаем дискуссии после каждого спектакля, это тоже нравится, в целом нравится актерам. Они немножечко сначала сопротивляются, но потом, на самом деле, эти беседы очень помогают и актерам существовать, и, может быть, меняться от спектакля к спектаклю, слышать отзывы, слышать иногда критику. Главное, чтобы она конструктивна была. Калиф, до этого вы с профессиональными артистами в Минске не работали? По-моему, нет, да. Нет. Это первый раз, да. Первый опыт. Ну, а в целом у вас впечатление? Это уже, получается, третий спектакль, который вы делаете в Минске, да? Какое у вас впечатление о театральном уровне? Ну, у меня хорошая возможность, потому что эти актеры, которые я работаю, мы работаем днем. То есть у меня вечером иногда бывает свободное время, и я смотрю театры. А когда я студентами работал, тогда обычно у меня вечернее время были репетиции, то есть не было возможности. А сейчас у меня хорошая возможность смотреть тоже. Что происходит? Что происходит, да.
белорусском театре. Вот. Что касается мою команду, это актеров, тут, в принципе, это мало. Я работаю в Грузии, я работаю, например, в Москве работаю, там работали тоже профессиональные ребята, и в Грузии профессиональные. То есть люди, которые, школа у нас, так сказать, постсоветских стран у нас, более-менее похоже. То есть тут у нас нет. Единственное, что у каждого режиссера есть какой-то свои нюансы, свои подходы, как этот материал, что и как там, по-разному там. Хотя вот это режим работы или там, как мы работаем, звуком, светом, и это, я думаю, везде одинакое. То есть работать здесь сейчас, мы же полпути только полпути, но будет трудно, это как-то финиш очень трудно. Но легко все-таки работать. И не надо очень такой работа, знаете, это русское слово раб, работа. Надо это раб там тоже надо легко все-таки принимать это, как это. Надо очень, В театре играют, да, играючи надо все делать. Да, и один день у нас, один репетиция у нас так, другой, немножко по-другому, мы симпровизируем, сейчас делаем, но, думаю, успеем, то есть успеем, да. А студентами, когда я работал, тоже интересно, особенно я люблю этот первый проект, который ставил Елизавета Бам, Даниил Хармса. Вот, там очень крутые ребята были, и очень интересно получилась работа, и я был очень доволен, и удивляться такого уровня ваших актеров. И там, по-моему, 2 ребята, они пошли они театральные, уже окончили там в Москве, да. Вот, Это интересный вопрос, затронули насчет студенческих театров и их тоже профессионализации. Я знаю, что многие студенты, которые работают с вами в Тарту, они потом поступают в профессиональные учебные заведения, становятся профессиональными артистами. В целом, расскажите немножко о том, как ваш студенческий театр существует, и есть ли у вас ощущение, что вы часть эстонского театрального процесса? Это есть, потому что наш театр принимает эстонским, все-таки любители, да, но нас принимают как равных, то есть вся информация там, радио, иногда телевидение интересуется, что мы опять какой-то новый спектакль, новый проект, и критика обычно позитивная, то есть я думаю, что мы единственный такой, так сказать, любительский театр, который, как-то серьезно относится. У нас много любительских театров, такой. И да, что насчет этих, что студенты уходят, это, конечно, уже в последнее время проблема, потому что каждой осенью, есть пару ребят, которые остаются, и можно работать. Но, знаете, вот такого студенческого театра можно делать таким образом, что вот есть какой-то, 3-4, таких ребят, которые, которые уже, тума, то есть, как это... Основа, да. И другие ребята как-то видят, что вот основа, они как-то тоже забираются, и можно тогда делать. А если основы нету, вот у меня был какой-то период, где-то 2 сезона или 1,5 сезона не было. Просто ребята все ушли, все театральные. Взяли, у меня театральная школа, 11 человек, 12 человек принимает. С моего театра было 7 человек. Понимаете, там 7 человек. Сейчас все работают в разных театрах Эстонии. И у меня, что я делаю? Весь сезон у меня, так сказать, ход, как это по-русски говорят, ход. Это кот. Понятно. Коту под хвост. Коту под хвост. Это трудности. А профессиональный театр идешь там, который особенно как-то репертуарный театр, с утром идешь на работу, там все ребята знают, должна быть идти 11 начинается репетиция,
Все ясно. Еще одно, которые трудности, ну, в нашем театре, и это, я думаю, что в студенческом театре, это где найти, ну, то есть средства, да, чтобы рекламу делать и все, потому что таких маленьких театров, думаю, в Минске тоже, в Эстонии очень сейчас много, да, появились. Последние 5 лет появились много маленьких театров, которые все в одном, так сказать, рынке. У нас город маленький, 100 тысяч человек в Тарту, да. И очень большой театр, еще один профессиональный, 2 профессиональных театра, маленькие еще, и любительские, там, не знаю, там, танцевальных группах. То есть конкуренция довольно такой высокая в городе сейчас. Удивительно, что ваш театр, он не подпадает под этот стереотип любительских театров, которые все повторяют, что делают театры большие. Да. Что вы не ставите, там, не знаю, Чехова, Шекспира, Островского. Нет, ставить можно, но по-своему как-то, ставить можно. Но я увидел, например, у вас в репертуаре Сару Кейн, да? То да, есть Сара Кейн, да. Не все взрослые театры сейчас на это осмеливаются. Мы были первые, которые принесли вообще... В Минске показывали, привозили. Да, ну и как-то получили еще приз там, по-моему, режиссерский. Но мы были первые в Эстонии. После нас вот появились там профессиональные театры, немножко боятся, вот этот автор скандальный, текст, ну, такой непонятный, абстрактный довольно, особенно 448 «Психозис», да. И, ну, cleansed это ощущение, да, это тоже очень интересный текст. Вот, что-то боится. А после нас, когда мы уже играли, хорошие отзывы были, там большие театральные журналы писали и так далее, и потом 2 года спустя они тоже решили делать, тоже альтернативный театр, это Вон Краль делал, хорошо делали ребята, очень хорошо, тоже молодые делали. И потом сравняли там, и, ну, так. Ну, да, наш театр тоже знает нашего театра, что мы принесем в эстонский такой театральный мир новые авторы, вот новые. Например, сейчас у нас будет в апреле, в середине апреля будет Веденский, Александр Веденский. Мы уже 3-й раз делаем Веденского. Никто, кроме нас, Веденского в Эстонии не делает. Никто даже не знает Веденского. Нету переводов, ничего. Мы сами переводим, у них хороший переводчик есть, и это идет. Сара Кейн, да, первый. Даниил Хармс мы ставили, который тоже не ставили. Веденкин был первый, который... Веденкин. Да. Франк Веденкин. Скажите, у меня вот возникает такой вопрос. Если я работаю там с теми же студентами, и понятное дело, что у меня есть вот эта вот база необходимая от Софокла до Брехта за 50 театральных вечеров, грубо говоря. И на этой базе в итоге, когда я к ним подхожу, им говорю про Пришко, про ту же Сару Кейн или там про кого угодно, то я-то стою вот на этом фундаменте. А у них этого фундамента, как правило, нет. Или у вас по-другому? То есть очень часто ко мне приходят студенты, и, честно говоря, положа руку на сердце, они и школьную программу освоили часто очень поверхностно. И вот на этой зыбкой почве, то есть я не назову это твердым фундаментом, как туда ложится вот этот экспериментальный театральный пласт? Вот это Да, довольно трудно. Это зависит опять. Есть люди, студенты, которые, так сказать, дома, да, отец, мать, там много книг, они читали. Есть, которые вообще ничего, мало кто что-то читал. Все-таки, талантливые ребята, я говорю, всех талантливых ребят я свой театр принимаю, не проблема. Вот. Еще Пришко, да, это тоже автор, который, у нас профессиональный театр боится. Тоже я же не так вот, я тоже иногда даю на эстонский профессиональный театр. Но что-то там не нравится, что-то там не так, вот что-то там что-то непонятно, там, и так далее. Вот. Но что касается вопроса, да, это, так сказать, наш театр тоже, так сказать, чуть-чуть немножко такое образование, там, мы скажем, иногда, другое образование, потому что там человек, который, например, IT, да, инфотехнологии там учит, у него вообще другая литература, да. Мы, например, Веденского, мы, конечно,
другие материалы потом даем, и ну, ребята очень, очень интересно. Ну, может, интересуется, может, вот этот Серебряный век, там, еще интересуется, там, Хармса интересуется, еще 20-30-е годы, Ленинград, да, ну, интересуется человек. И вот это, так сказать, альтернативное такое образование можно через студенческого театра тоже дать. То есть, по сути дела, именно в процессе постановки, в процессе работы и получается эти знания. Да. А на ваш взгляд, специфика этих знаний, они как? Они наоборот более глубокие или наоборот поверхностные получаются, чем если бы они там прослушали какой-то полноценный курс, там, не знаю, драмы абсурда? То есть человек, который делает, он лучше понимает материал? Вы имеете в виду, кто необученный, лучше понимаете, или кто... Ну вот даже человек прослушал бы, например, какие-нибудь лекции Провиденского, или человек, который сыграл бы его в спектакле по нем, кто лучше в нем разбирается? Я думаю, что даже, ну, иногда режиссеры вот хотят, что мы называем это чистого листа, да, это человек, который чисто листа, ничего, например, тоже в театральном, тоже, я знаю, там ребята, которые вообще ничего не читали. Вообще ничего, только где-то в деревне живут, но сказали, что иди в театральную, потому что там, но здесь тоже, и взяли, и очень интересно, и сейчас самый хороший актер, который в большом кино играет и везде, но я точно знаю, что он как-то театрального ничего такого чистого листа, а есть такие, так сказать, профессора, то очень много читали, очень много знают, они наоборот, в театре, на сцене мало что делают, ну, такие обученные такие, то есть обученный, неправильное слово, да? Правильно. Интересная мысль. У нас в гостях сегодня Кудо Калев, режиссер из Эстонии, который делает сейчас проект с белорусскими артистами «Увидеть розового слона», и менеджер этого театрального проекта Катерина Солодуха. Мы продолжаем разговор. Скажите, но увидел я такую реплику по поводу системы Станиславского, да. И, с одной стороны, вы говорите о том, что все актеры на постсоветском пространстве, они как бы выучены по одной методике, и, возможно, тут какой-то большой разницы нет. Но, с другой стороны, вы говорите, что система Станиславского — это скучно. Вы можете как-то... Нет, делаем в том, делание в системе, потому что все-таки надо учесть, что Станиславский все-таки был первый, который создал вообще систему. Да, создал. Это, все, после Станиславского, там, Мейерхольд, там, еще, например, Крутовский же тоже учил Станиславского, пошел дальше, начал оттуда. Нельзя так, что вот Станиславскому надо пинтом, там, кулаком, то есть заставлять, выгнать. Нет. По-моему, это неправильно, потому что где основа, куда, например, это сверхзадача, так сказать, сверхзадача, это же очень важно, что актеры знали. Я студентам я не так, что мы, не знаю, откуда-то. Да, есть разные материалы, понимаете? Не каждый материал ты можешь вот скуба, так сказать, как система, как вот начинаешь какую-то систему работать, вот это, нет, так тоже дела не идут, так тоже, по-моему, нельзя. Но Станиславская, как вот эта система, сверхзадача и так далее, это нельзя мусор бросать, это нельзя, потому что это так есть. Или подразумевалось, может быть, просто неправильно понял, что вот эти спектакли, сделанные в психологическом реализме... это другое дело, да. Психологический реализм, это иногда тоже интересно посмотреть, а если слишком много, мне будет скучно просто. И еще, я говорю, это вот такой театр, но люди стоят на сцене, идут, куда-то слева направо, все время говорят про что-то, или режиссер не объяснил, почему это так, или актеры ничего не знают. Самое худшее, что актеры тоже,
талантливые актеры, которые просто свое время и зрительское время тратят. Просто я же могу, я все время говорю, я 10 минут посмотрю какой-то спектакль, я же могу этот текст дома читать. Почему мне надо в театр идти, когда я могу дома этот текст читать? Это самый худший какой театр, который я уже знаю, какой это театр. Я знаю, где, какой театр, вот Эстонии тоже есть такие. Ну, просто... Ходят и разговаривают, да? Да. Я это очень... Раньше, да, у меня есть, да, надо все-таки уважать там. Я сейчас 10 минут, и мне все ясно, да. Там ничего не происходит. Вот это самое главное. Ну, а как это визуально вы решаете, что что-то происходит? Вот для вас событие, оно должно быть как-то по-особому оформлено? Да, есть события, есть это, есть там текст, но текст это одна, потому что надо помнить, всем актерам я говорю, что это не ваш текст. Кто-то писал, там Чехов писал, Достоевский писал, ну и что? Мы живем в этом мире, надо открыть этот текст, для себя открыть, потому что этот текст это, то есть в метафизическом смысле этот текст у тебя внутри уже есть, у всех есть. Ну что же говорит, господин, для вас письмо, да, это текст, я тебя люблю, просто это, автор, да, пишет, Чехов, я тебя люблю, и писал это 100 лет назад, а как найти что, почему, и внутри у тебя это должна быть эта реплика, я тебя люблю, если этого нет, то ты просто иллюстрируешь этот текст, который, как Чехов писал. И это очень скучно, это очень даже вредно смотреть такой театр. Как вы прокомментируете? Я один раз был на учебном процессе, и там известный белорусский педагог Фома Воронецкий, вот он делал «Чайку», они решали финальную сцену самоубийства Треплева, и он говорит, мы вот сделаем без изысков, без ничего, вот просто уйдешь, скажешь реплику свою, уйдешь и все. Я знаю, говорит, вот у нас есть там Валерий Раевский, он бы подвесил Треплева за ноги к сцене, тот бы качался из стороны в сторону, и вот так вот было бы это самоубийство. А вот мы сделаем по-другому. Я правильно понимаю, что вот этот второй, это вот как раз что-то визуально интересное, вроде бы, это что-то происходит. А во втором случае, опять-таки, просто ли это говорящая голова, которая взяла вот и покинула сцену? Знаете, я не видел это, я не могу это сказать, потому что это, если можно и так, потому что режиссер знает, если хороший знает, куда он хочет или она хочет идти в конце, да, можно очень минимализм делать, там, какой там последняя реплика, там, сострелиться, да, сострелиться, да. Главное, чтобы мама не узнала, потому что с таким он ходит. Да. Вот, можно очень мало что сделать, можно, конечно, очень, это зависит, конечно, но главное, да, это внутренность, то есть внутренность актера, внутренность режиссера, как он или она это понимает, лично понимает. Если лично не понимаешь, тогда не хочу ругаться, зачем тебе на сцену надо. Лично надо чувствовать, материал надо лично чувствовать, режиссера надо лично чувствовать, сцену надо лично чувствовать, публику надо лично, все надо лично, тогда будет хороший спектакль. Я, к сожалению, не видел вашего спектакля по запертой двери Павла Пришко, но мне, посмотрел иллюстрации, мне очень поразило, что там и камеры использовались, и этого потребовал сам материал? Это потребовал материал, да, материал. У вас есть какой-то личный интерес к тому, чтобы современный театр был инновативный? Да, у меня нет такого, я в последнее время довольно много использую, видео, но нету такого, что вот я должна вот эту технологию современную использовать. Но средства, если хорошие, конечно, технологии, которые, не знаю, там, какой режиссер Лепаш, или этот канадский там, или там, у них же огромные средства, которые не используют, такая техника. В Москве тоже там они делают. То есть такого нету, что вот должна. Нет, если вот материал, если что-то вот там надо, требует, например, здесь мы увидеть розового слона, думали тоже, не знаю, там, я тоже думал, что можно там поставить вот
ну, человека с камерой немножко там ходить туда, ну, показывает как-то лица там главного героя. Ну, прохожденный этап. И, по-моему, не работает. Если не работает, если я уже знаю, что это не будет ничего давать нового, то есть просто чтобы новые технологии. Сейчас в Москве, например, играют с холограммой. Уже в Японии там роботы играют уже, и холограммы, роботы там. Ну, да, но это, я еще раз говорю, если это, такое, важное про тематику, там важно для и как-то, как это по-русски, не знаю это слово, но, короче, что это не мешает, что это я делаю, это моя цель не показывать какую-то новую технологию, там, не мешает, потому что тематика, которая в театре, она и остается то же самое, которое было 100 или 150 лет назад. Это любовь, это гнев, это ревность, и так далее, и так далее. Это большие, эта тематика все время то же самое. Но 100-150 лет назад все-таки Смерть там. Вы согласитесь, что люди были другие тогда? Конечно, были другие. Конечно, вот были другие. Новые люди, которые сидят все время, там, не знаю, в смартфонах, и они там признаются в любви, и расстаются между собой там через сообщения. Вот 2000 лет не умирал театр, но, может быть, от этого он все-таки может умереть? Нет, я думаю, что когда, видео было, когда, например, телевидение, да, в советское время телевидение пришло, все телевидение говорит, что театр умирает, все телевидение — это прогресс, это никакого театра уже не будет, все сидят дома и смотрят, а как это? Телевидение мало что смотрит. Я думаю, что единственное, что вот как мы работаем в театре, мы скажем, что почему театр, по-моему, остается, это если когда театр живой, то есть живые люди. Кино это уже там уже снимали, сделали уже, мы посмотрим, это экран, там иллюзия, да, просто маленький такой экран, и смотрим такой. Но и все правильно. А театр, да, если живые люди, и люди смотрят, это синергия между зрителем и залом, и актером, и сценом. Если это происходит, это, мы говорим, это чудо, да, это происходит. Такого нет, когда ты смотришь, не знаю, телевидение, может быть, и там. Это важно. Вот живая, да, такая. Потому что каждый спектакль, каждый вечер должна быть необычный и не повториться. Это никогда не повторится. Ты не можешь повторить это, который ты вчера играл, Гамлета, да. В следующий день ты не можешь это делать то же самое, что ты делал вчера. Это потому что ты сам изменился. Ты все время ты сам изменился уже. Катерина, когда планируется премьера? 3 апреля. Достаточно скоро уже. Достаточно скоро. Половина пройдена, половина пути пройдена. У нас начинается самый активный период. 3 апреля во Дворце профсоюзов. У вас такой достаточно активный идет постановочный процесс все время. Уже есть какие-то планы на ближайшие постановки? Есть. Есть список режиссеров, с которыми мы бы хотели работать, которые хотели бы с нами работать. Да? Вот с Михаилом Лошицким, например, мы обсуждаем, никак не можем сойтись, какую же пьесу ставить. Есть в планах Денис Федоров с пьесой Алены Иванюшенко. А вдруг вот вчера поступило новое предложение, посмотрим, кто будет следующий, время покажет. Хорошо, я напоминаю, что у нас в гостях был Калеф Куду, режиссер из Эстонии, который делает спектакль «Увидите розового слона», который можно будет увидеть 3 апреля уже в Минске, а также Екатерина Солодуха, руководитель проекта Homo Cosmos, в рамках которого будет показываться этот спектакль, а также она пришла рассказать о том, что 26 марта у нас будет показан спектакль «12-я ночь» в постановке Михаила Лошицкого. Вот многие минчане помнят этот спектакль по театру СХТ. Получился, мне кажется, очень интересный разговор. Большое спасибо, что пришли. И до новых встреч. С вами был Алексей Стрельников. Увидимся.